Гора за моей спиной священна. 230 миллионов лет назад ее образовал древний Уральский океан. Местные жители всегда считали это место сакральным. Здесь молились о продолжении рода, а восходить на гору могли только жрецы. А еще говорят, что именно здесь находилась прародина современных венгров, потерянная Великая Венгрия. Как бы то ни было, энергетика здесь и правда особенная. А нахожусь я вовсе не за границей. Доброе утро! Я в Башкирии! Республика Башкортостан – первая национальная автономная республика на территории Российской Федерации. А присоединилась Башкирия к России мирно в 1557 году. Иван Грозный гарантировал местным жителям защиту, сохранение прав на земли, свободу вероисповедания и невмешательство во внутренние дела, о чем и было записано в специальных грамотах. Так здесь появились первые русские – стрельцы. Познакомиться с историей можно в Бирской крепости. Ее еще называют центром русской культуры Башкортостана. Говорят, здесь живут потомки самых настоящих стрельцов. Ну хорошо, может быть, не прямые потомки, но те, кто хранит память о русских стрельцах не только на словах. Дозорный, кого видел? Я к вам с миром! Можно? С миром говоришь? Да, я путник. Ну, раз с миром, Заблудший. добро пожаловать на крепость Бирскую. На крепость Бирскую. Проходите. Ух ты. Караульное помещение, да, вот и стрелец караульный ждет нас. Здрасте, я с добром. С добром, говорит. Да. Пустим? Только не стреляйте раньше времени, ладно? Раньше времени не выстрелим. Не бойтесь. Мы вас приветствуем на территории исторического парка Бирская крепость. Согласно историческим данным, московские стрельцы прибыли, чтобы построить крепость Бирскую. Но было это 350 лет назад. Вот мы и подумали однажды со товарищами, а почему бы нам эту крепость не построить заново? Вот и решили мы построить караульное помещение вначале, ну и потихоньку возведем здесь крепость настоящую. Вот на том холме большом будет крепость наша стоять в полном размере 100 на 100 метров. С 6 башнями и 2 воротами парадными. То есть это пока времяночка такая? Это времяночка, Хозблок. это караульная. Ну, изба наша. Простенько. Но со вкусом. Вот, добро пожаловать в избу нашу караульную. Выходи, заходи с поклоном. Берегите голову, называется. Да, мир этому дому. Мир этому дому. Вот так и жили мы, стрельцами, караулили. То есть все как раньше? Все как раньше. Стол, указ царский вот пришел об основании Бирской крепости. Можете даже посидеть в кресле. В царском? Ну, практически, воеводское. Ого, резное какое. Резное, качается. Качалка. А ночью, как со свечкой, красота, да и только. Так, как со свечкой. То есть у вас что, электричества У нет? нас нет электричества здесь. Мы живем со свечами, все как под старину. И книжки читаете? И книжки читаем при И свечках. интернетом не пользуетесь? Интернетом не пользуемся. Да вы что? Ну вот так. А вы вот это все сами построили? А это все сами построили своими Серьезно? руками. Абсолютно. Как долго строили? Несколько месяцев. Сколько человек строило? 2. Как так? Вот так. Вот вы и еще кто-то? Это я и руководитель наш. Ничего себе, вот мужики пошли, а? Такие вот мы мужики. Такие вы молодцы прям. Здрасте. Здорово, стрелец. Мы один из самых больших реконструкторских клубов по России. Да, нас около 20 человек насчитывает, 20-22 человека. И сами все делаем, достаем историю, копаем, раскапываем, смотрим, изучаем. А зачем вам это надо? Зачем надо? Люди должны знать историю своей родины, как, что было. Когда вам в голову эта идея пришла? Наверное, случайно, хотя я не верю в случайности. Меня пригласили в клуб, я стал мушкетером. Теперь я один из участников проекта Бирской крепости. Сколько вам лет? 33. Когда вы начали? 2 года назад. 2 года назад? Да, А такое ощущение, что вы всю жизнь этим занимаетесь. может быть. Может быть. Может, я и есть тот самый стрелец, кто знает. Давайте пальнем куда-нибудь. Пальнем? Пальнем. Пальнем. Вот такое вот у нас оружие стрелецкое. Мушкет второй половины 17 века, работа голландских мастеров. А вот это что дымится у вас? А дымится у меня фитиль, потому что мушкет — это фитильное, дульнозарядное, замковое оружие для ближнего боя. Прицельная дальность 40-50 шагов. Можно дать подержать. Оп. Тяжеленькая. Давайте мне. Когда шел воин, либо завидел врага, звучала команда «Заряжай». Открывалась такая вот зарядная полка из натруски, насыпался порох, засыпался сверху дульнозарядный, Пока подготовишься, тебя уже а пристрелят. он также готовится.
стоят два человека два друг друг напротив друга. И вот это вот все. Да, и ждут, кто вперед, когда, да. кто первый. Практически дуэль, да. Вот так вот. Потом, естественно, пулька. Все это трамбовалось, пыжевалось. Так вот фитиль разматывали в специальное место, которое называется жагра. Зажималось. Сейчас будет громко. При команде «класть» прикладывалась, открывалась полка. Прицел примерный по врагу и команда «пали». Пали! Да. Ох. Ну все, унесите того. У нас теперь 2 оператора. Забирайте ее. Спасибо, Вань. Пока. Думаю, многое было русским людям в этих землях в диковинку. Например, целебный, иногда хмельной напиток из кобыльего молока – кумыс. Говорят, здесь, в Башкирии, он особенный. А я его никогда и не пробовала. Надо исправить. Прям живопись лошадиная. Здрасте. Здравствуйте. А кумысом угостите? Конечно, можно. Как раз у нас процесс доения идет. О, а можно вам помочь? Давайте, дайте. Сама надаю, сама и выпью. Давайте, попробуйте. Ох, запашок у вас тут. Ну, Что нужно делать? перед началом надо руки помыть. Ага. Все стерильно. Ой, как у вас ловко. Да, Сколько лет вы уже этим занимаетесь? больше 10. 11-й год. Ого. А до этого чем занимались? Я была бухгалтером. Ну как так вот из бухгалтеров вы решили лошадей доить? Неожиданно. Колхоз обанкротился, мы остались без работы, надо было чем-то заняться. И мы с мужем открыли крестьянское фермерское хозяйство. У нас было 4 всего кобыл, закупили 10 голов. И процесс пошел. В настоящее время у нас 63 дойных кобыл. О, как много. Да. Одна кобыла дает 8-10 литров в день. 8-10 литров. Так, а можно мне теперь попробовать? Конечно, но только другую кобылу. Давайте пойдем, Давайте. посмотрим, даст она нам подоить или не даст. Маленькая лошаденька, ну не такая уж она и маленькая. Волнуется она, да? Да, она волнуется перед началом дойки. Честно Можно говоря, я немножко тоже волнуюсь. полюбить. Хорошая. Лошадь это тебе не коза. Подожать. Она тепленькая. Она- Я боюсь ее трогать, мне кажется, ей Давайте будет вдвоем неприятно. попробуем. Давайте. Зажали вот между двумя пальцами. Работаем с двумя руками. У нас получается. Вот, вот. О, Вот как раз идет. козу доить не получилось, а лошадь получилась. Ой, что-то я устала уже. Непростая работенка. Это вам не передачу вести. О, меня уже спину свело. Попить собственноручно надоенного кобыльего молочка – это, друзья мои, поверьте, бесценно. Ничем не пахнет. Нет, запаха нету. Ой, какое оно сладенькое, но оно такое неплотное. Коровье молоко, оно более жирное. А это такое... Да, вы правильно заметили, у коровьего молока жирность 3,6, больше 3, а у нас 1 и 1,9. Оно прям как водичка, только сладенькое-сладенькое. Прям как будто сахар тут добавили. Да, да, да. Приятный вкус. А теперь, собственно, кумыс. Кумыс – это кисломолочный напиток, который получается в результате брожения. То есть в закваску, сделанную на основе зрелого кумыса, добавляют свежее молоко и тщательно взбивают вот таким специальным приспособлением несколько раз в течение суток. Здесь главное к запаху привыкнуть. Сбалтываем, чтобы процесс брожения пошло у нас. Вот у нас она уже идет, пенится она, пузырьки появляются. И углекислый газ выходит с этого. А вы любите вообще кумыс? Да, у нас даже дети пьют. Внук у меня 2 года будет в сентябре. Он уже с 10 месяцев пьет кумыс. За это, как говорится, надо выпить. Да, можно пить Кумыса. уже.
Газированный, кисленький такой. Как Немножко шампанское. кефир напоминает. Довольно приятно. Вообще, когда речь заходит о молоке, я представляю себе, как в детстве, молоко с медом. Здесь как раз это очень уместно. Кто не слышал о знаменитом башкирском меде? А знаете, почему он так хорош? Видите, вот эти штуки – это самая настоящая колодно-бортевая пасека. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы хозяин вот этого пчелиного королевства? Совершенно верно, да. Как интересно. Меня Оля зовут. Меня Фанис. Так, кажется, я готова. Угу. Я теперь как настоящий пасечник. Очень похоже. Колодно-бортевое пчеловодство отличается тем, что условия, в которых живут пчелы, максимально близки к природным. Для улья буквально создают дупло в дереве и делают это с такой любовью, как будто строят дом собственной семье. Это вот будущее борти. Вот в таком виде я их привожу из леса, нахожу толстые такие мощные бревна. И вот они в течение года должны вот так в коре лежать, сушиться. Бревно, грубо говоря, из леса ты привез, положил, и до того, как ты поставил, проходит 2,5-3 года, Ого! пока ты мед получишь оттуда. Ничего себе! А заселять надо туда именно башкирских пчел. Почему? Потому что башкирская пчела, она зимоустойчивая, у него очень сильный иммунитет, то есть у нас бывает морозы до минус 45 градусов, а другие пчелы просто-напросто не выживут в этих условиях. Башкирский мед, он чем бортевой именно ценится? Тем, что там мед, который собрали за все лето. В наших краях примерно 320 медоносных трав. Получается, в этом меде 320 цветов, грубо говоря, которые мед дают. Ну, в основном это у нас липа. Надо дымить, нет? Можно подыметь чуть-чуть, ага. Поближе вот сюда подойдите и присядьте. И мы вот сейчас вот открываем, вот это называется должия. Вот. Как красиво! Вот наши Они пчелы. сами все сделали? Да, вот они его с начала лета вот прямо с потолка строят вниз, тянут, собирают туда мед, там детишек своих выращивают. Только деревянным ножиком таким длинным мы достаем, вырезаем оттуда мед. Потому что когда используешь металл, вкус, качество меда меняется. Так, пчелки нам отдали очень вкусненький кусочек. Давайте я дымарь возьму, Давайте. а вот это А вы я держите. Ага. Богатство пчелиное. Всё. Спасибо вам, пчелки. О, опять загудели. Мы их сейчас вот так вот. Спасибо вам за ваш медок маленький. Давайте попробуйте. А можно прям кусают? Прямо кусайте, прямо ешьте так. Можно я вам признаюсь? Пожалуйста. Я мед особо не люблю. Ага. Ну, то есть я к нему так относилась довольно равнодушно. Ага. Но этот мед очень вкусный. Мне прям нравится. Отлично, я очень рад. Бортники, скотоводы, охотники, рыболовы, кожевники, оружейники, кузнецы, ювелиры, певцы, сказители, провидцы – все это башкиры. Понять этот удивительный народ можно только окунувшись в его культуру с головой. Что, собственно, я и собираюсь сделать. Вот, например, традиционная башкирская ванна. Ее можно принимать в любую погоду, даже в мороз. Ну, а теперь, когда я накупалась, можно очиститься и духовно. Башкирские женщины не только замечательно поют, но и проводят древние обряды. Вот так пчелиный воск наливают в миску с водой и по получившейся фигурке гадают.
Рыба, наверное. Рыбы, да, на Да. рыбу похоже. Да, на рыбу. Рыба? Да. Знаете, можно в речку вон выбросить, Ага. и с рыбкой весь негатив и уплывет. Уйдет. А еще здесь варят жвачку из бересты. Говорят, она очищает полость рта, успокаивает нервы, избавляет от изжоги. В общем, чудо-средство. А всего-то надо поварить бересту со сливочным маслом. Безвкусная совсем. Как будто я Какой пластмассу мягкую жую. вкус, ну пока да. Вадим, Она пока. просто холодная. Сейчас она размягчится и будет приятный вкус. Ну, по консистенции, правда, как жвачка. Не перепутаешь. Но жвачка, которую ты уже 5-й день жуешь без остановки. Вот такая жвачка на вкус. Она очень полезная, очень Надолго полезная. хватает. Полезного здесь вообще много. Вот, например, напиток из прокисшего овса, который называется буза. Этот опыт дался мне особенно непросто. Но это точно полезно? Это очень очень полезно. полезно. Это общеукрепляющее для желудка, для пищеварения очень полезно. Особенно для девушек. Станет лицо свежее, красивое, белее. Вот Для как- обмена веществ да, очень вот хорошее. как Для каша. нерва. Я прям по виду и запаху чувствую, как это полезно. Что ж вы так мучаете-то себя? Не мучаем мы себя, мы просто привыкли, наверное. А вообще башкиры – народ талантливый и очень музыкальный. Башкирский народ через вот этот такой простой инструмент изливает душу, башкирские народные мелодии, песни. Вот через этот тростник мы передаем, как бы дарим музыку. Этот инструмент называется курай. Для того, чтобы изготовить курай, нужно знать башкирскую присказку. Курай. Ты что? Где ты вырос? В лесу. Кто тебя срезал? Мастер. Для чего? Играть. Вот здесь я отрезаю. Уралымдан кыркып алдым, тақия башла курайды. Дальше нужно сделать 5 отверстий. Зыңгырлатып ойнап қойдым. Но самое сложное – извлечь из получившегося инструмента звук. Что вы хохочете надо мной? Смешно вам хихоньки да хахоньки? Вы сколько лет на этой штуке играете уже? Уже лет 20. Лет 20. А я еще ни секунды не играла, а вы надо мной смеетесь. Да. Все. Прошу прощения. Великолепно. Как там, вот так, да? Губу открыть. Во! Во! Расскажу вам одну легенду. Однажды врагами были похищены 7 прекрасных башкирских девушек. Чтобы они не сбежали, им в пятки вбили конские волосы. Но не желали гордые красавицы оставаться рабынями в чужом племени и сбежали, несмотря на боль. Спасаясь от погони, они спрятались в озере. Преследователи кружили вокруг озера, но так и не нашли беглянок. Вот только те так и остались в озере навсегда. Вот такая грустная история, которой посвящен один прекрасный танец.
Башкирия – место, где делятся спутником самым ценным. Здесь напоят свежим кумысом и угостят медом прямо из улья. Здесь очистят от негатива и научат издавать чарующие звуки. Здесь каждый находится на своем месте. Это я забираю с собой. Готов? Пошли. Да что ж там... Илья, давайте... Муха! Ну, должен же был быть эффект. Илюш, ну ты как бы это... С женщинами поосторожнее обращайся на будущее, я тебе просто скажу. Так, знаешь, совет по дружбе.